Университет — горделивость Казани. Стены его и до ныне хранят любовнейшие воспоминания о великом своем гражданине. Владимир Маяковский. Именно в этом старом здании учился на юридическом факультете молодой Володя Ульянов. Сейчас Казанский университет с гордостью носит имя великого Ленина. Ежегодно двери одного из старейших университетов России распахиваются перед 10 тысячами студентов. Одна из традиций казанского студенчества – хоровое пение. В университете имеется академическая хоровая капелла и татарский народный хор. Об одном из этих коллективов и нашей передачи. Два раза в неделю в одной из аудиторий собираются любители татарской песни. Дело не в том, что это колонны. Это колонны, где ходил, мимо которых ходил Ильич, да? И в нашем университете он учился, понимаете, в чем дело? Ну, колонны, ну, столб, ну и что? Дело ведь не в этом, да? Поэтому ах, мэр, колонна, ах, мэр. Только нужно чувствовать, больше ничего. Эту песню нельзя петь без теплого отношения к ней. Теплого отношения к нашей альма-матер. Вот она вас воспитывает, дает вам знания и все остальное. Я с вами занимаюсь, да? Об этом еще вы вспомните, когда составитесь, так? Так вот, с этим ощущением, теплым отношением к альма-матер, который вам дает знания, вот давайте споем. На улыбке тепло, приятно, вспоминая вот наши с вами занятия, любимых педагогов, а может и не любимых, но все равно вспоминаете их, да? Теплым, добрым словом. Поехали. Колонны университета. Когда-то Ленин молодой входил легко под эти своды, где учимся теперь с тобой.
И весна, и осень к нам приходят, и ветры над землей листву кружат. Кого полюбишь в молодые годы, о том всю жизнь печалится душа. Говоря о традициях хорового исполнительства в нашем университете, можно сказать, что постоянно действующего хора до Октябрьской революции у нас не было. Однако такие хоры организовывались по празднованиям торжественных дат, знаменательных событий. И вот до нас дошел такой кант на открытии Казанского университета, созданный тогдашним учителем музыки Новиковым. Этот кант недавно, на праздновании 175-летия нашего университета, был исполнен и возрожден таким образом к жизни хоровой капеллой нашего университета, которой скоро будет 30 лет. Наш же хор организован в 1968 году. В 1976 он получил звание народного. Исполняем мы татарские народные песни, песни советских татарских композиторов, песни народов СССР и песни народов мира. Все эти вещи мы поем на татарском языке. И, вероятно, потому, чтобы быть более доходчивым для нашего национального слушателя. Это первое. И второе, например, рижане, когда мы были у них в гостях, с удовольствием слушали эту музыку на татарском языке, обмениваясь мнением в частной беседе. Они говорили, что это звучит своеобразно и интересно. Мы очень любим петь хоровую музыку без сопровождения. Может быть, потому что этот жанр непрост. И второе, вероятно, потому что в этом жанре
в этом жанре человеческий голос звучит наиболее в чистом виде, что ли. В прошлом году мы удостоились звания дипломантов Всесоюзного телевизионного конкурса «Товарищ Песня», и в том же году мы получили дипломы победителей в смотре творчества трудящихся, посвященного 40-летию нашей победы над фашизмом. Ты скажи мне, ворон, где найти сестрицу? Увели за горы, за леса и долы. Скажи мне, ворон, скажи мне, ворон. Спи, мой сыночек, горе не зная, годы удачи жизнь озарят, вот и тают призраки ночи. Спи, мой сыночек, скоро заря.
Я много песен у птиц перенял, всегда просыпаясь зарею, и песни мои на рассвете звенят ручьев многозвучной игрою. Эх, весело за селом на гулянье вечерком Песни петь на посиделках вместе с миленьким дружком.